вопрос в связи с последними событиями в нашей Родине. Это атака дроновых атак по городу Грозный. Эта тема активно тиражируется как российскими, так и зарубежными СМИ. Но также вокруг этих атак дронов также веет вот эта конспирологическая вот эта теория, что это сами делают русские, что это рук дело ФСБ. Как ты думаешь, с чем это связано и почему определенная часть людей придерживается этого мнения, по твоему мнению? Ну, это же понятно, что если сказать, что Украина достает до Грозного или до Махачкалы, это показывает слабость российского государства. Регион, который всегда отличался нестабильностью, склонностью к протесту, склонностью к противодействию. То есть они боятся подобного проявления, им нужно внушить населению, которые запугивали в течение 20-30 лет войной, бомбежками, зачистками, несудебными казнями, вот эти инъекции, да, внушение страха, они продолжаются по сей день, и в этой ситуации они боятся массового народного бунта, поэтому внушается, вот, что нет, это русское ФСБ, которое терроризировало чеченцев на протяжении последних 3 десятилетий, также делает очередные шаги по устрашению самих чеченцев, нежели украинские дроны долетают до Грозного. Вот такая теория им выгодна. И плюс еще я сегодня читал, да, в публикациях, что вот говорили, что нужно бить зло, остановить у себя в логове, и вот этим мотивировали отправку в Украину пушечного мяса, именно вследствие того, что в Чечне есть вот этот центр спецназа в Гудермесе, где готовились вот эти подразделения из социального вот этого мусора, то есть из биологического мусора со всей России, которые собирали там социальное дно, это алкаши, это уголовники, это бездомные, да, вот всех туда понабирали, там их где-то, они проходили недельную, двухнедельную подготовку и отправляли под маркировкой полк Ахмат, отправляли в Украину. Вот это последствия вот этих действий. То, что пехотинец является безмолвным слугой, цепным псом, который готов исполнять любые прихоти Путина. Ну, Путин добился много чего, да. То есть геноцид над чеченцами идет и в такой форме. Заодно собирается нужное пушечное мясо для войны против независимой Украины, против суверенной свободной Украины. Вот последствия всех вот этих действий. Однозначно это атаки ВСУ, и они будут усиливаться. Мы же помним, в прошлом году там они были пореже, а в этом году их стало побольше. То есть в будущем их станет еще больше. Единственное, я надеюсь, что мирное население не пострадает от этих атак. И оккупационные войска и прислужники этих оккупационных войск заслуживают возмездия. Также недавно вот в своем одном из выступлений, которое тоже очень сильно тиражируется как российскими, так и зарубежными СМИ, это заявление Путина о том, что в Украине они работают хирургическим методом, а вот если Европа уже непосредственно начнет, как сказать, вступать в этот конфликт, то Россия покажет всю свою мощь. Ну, вслед за этим также российский наместник в Чечне заявил, что ждет приказа. Ну, мы видим, что все губернаторы или какие-нибудь генералы ничто не говорят. У этого наместника, который в Чечне, у него нет ни сил, ни возможностей. Но вот это, его вот эти слова, они очень, как сказать, российская пропаганда использует в своих интересах против чеченского народа. Неужели вот этот пехотинец
Он-то не понимает, но его окружение не понимает, что эти слова пагубны, что они плохо из-за этих слов всему чеченскому народу, который находится за пределами и в самой Чечне. Неужели они это не осознают? Мы же помним вот эти события, которые были в Буче, как именно российская вот эта разведка использовала все методы, чтобы обвинить именно чеченцев в этих преступлениях, чтобы именно там выражалась именно национальная принадлежность, чтобы именно говорили чеченцы. Даже через Папу Римского пытались. Да, да. Кавказ, конечно же, они все это осознают. Ну, когда вот говорили, много раз мы говорили о том, что представляют Кадырова как самостоятельного политика, влиятельного, всех может заткнуть, всех может заставить извиняться, ведет самостоятельную внешнюю политику, летает в мусульманские страны. А это на самом деле было то, что как бы разнарядка сверху, что он будет представлять Россию в мусульманских странах. Через него решались эти вопросы. Никакой самостоятельной политики в этом не было. И сейчас он будет делать все, что ему скажут. Конечно же, мы видим, что вот эти атаки на Чечню, они не вызвали никаких протестов, в отличие от атак на другие города России. Наоборот, есть злорадство со стороны российских военных и даже простых мирных россиян, что вот есть злорадство. Сам режим привел к тому, что чеченцев, если во время независимости обвиняли в экстремизме, и сепаратизме, и терроризме, в чем угодно, сегодня обвиняют в том, что у них есть Кадыров, они ездят по российским городам, необузданы, то есть власть им дает зеленый свет, но это же на самом деле сама Россия, российская власть создала эти люди. То есть мы в любом качестве и им ненавистны. Так было и в предыдущей эпохе, и так будет в последующей эпохе. Чеченцам это пора осознать. И несмотря на то, что на всю трагичность вот этой ситуации, которая сегодня развивается в Чечне в связи с войной в Украине, мне кажется, это хорошая встряска для переосмысления, для осознания, для того, чтобы спала белина с глаз людей, с сознания людей. То есть какая-то встряска все равно, она была неизбежна. Вот она проходит таким образом, каким это было угодно Аллаху. Так, я вижу, у нас Данильбек зашел. Тема, мне кажется, как раз языкового. Язык – это тоже как бы политика. Мы это обозначали. Но сейчас она перешла в такую явную политическую плоскость. Может, Данильбек скажет свое мнение по поводу этих атак на Грозное. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Алейкум салам рахматуллахи баракату. Я вас приветствую. Я так увидел ссылку и решил послушать, что у вас тут. Насчет дронов, атак, ну, все логично. Россия атакует Украину, Украина атакует Россию. Сегодня Чечня, как считаете, Россия, Украина и чеченцы, некоторые, которые находятся под оккупацией, она тоже Россия, она тоже часть этой войны, часть террора против Украины. Украинцы тоже отвечают как могут. Я думаю, все это может быть еще усилится, если там какие-то мирные переговоры или остановка войны не приведет к обратному. Насколько мы можем наблюдать, хотя Трамп вовсю старается прижать Украину, вытащить Путина, и фактически он является его помощником в этой войне против Украины. Но европейские страны, осознавая, что они могут действительно оказаться один на один против Путина, против этой массы, которую Путин может закидывать, фактически сегодня идущая война, она не столько какая-то
по военным правилам идет. Она просто идет забрасывание украинской оппозиции и атак просто пушечным мясом, 1 к 10. Если один человек обороняется на Украине, то 10 человек просто так бросает туда. И этой массой они, укладывая трупами своих этих людишек, если так сказать, они пытаются хоть как-то оттяпать территорию. Видимо, Европа тоже и с прежних войн, и с прошлого столетия понимает, что то же самое ждет их. Хотя у них есть вооружение лучше, чем у России. Они наращивают его усиленными темпами. Но все равно на поле боя исход решает где-то почти что на 80% решает пехота. Если ее много, если ее не жалко, если она стоит копейки или она вообще ничего не стоит, ее можно бросать сколько угодно. Вот. Поэтому ситуация, которая складывается, она может быть качнуться в любую сторону. И сегодня для того, чтобы Украина или не выиграла, или проиграла, русские предпринимают очень большие усилия. И здесь одним из таких активистов активно выступает именно режим марионеточный, который поставлен в Чечне. И те, которые вокруг, опять же, но Чеченская республика, она побольше, хотя не территориально, только вторая, но по однородному национальному составу народ здесь больше всего. И наименее защищен в правовом отношении. Любого человека можно скрутить, выкинуть и отправить. Поэтому особенно в информационном пространстве вот эти все заявления, эти разговоры, эти базары марионеточного правительства, если можно сказать, назвать правительство, хотя оно ничего из себя не представляет как правительство. Это просто, помните, были цапки такие, банда цапков, которая терроризировала с подачи или с покрытия местной районной или областной милиции. Вот то же самое. Это цапки, которые поставлены над чеченским народом. Абсолютно бездарные, безграмотные, совершенно не понимающие, что происходит или что произойдет, что в конце концов их же самих опять пустят под нож. Но баранта, которая идет, она никогда не размышляет. Поэтому, если война не будет остановлена, нет никаких предпосылок, что она остановится или будет остановлена, на Чечню может усилиться удары. Могут быть. Я думаю, что они просто пока пристреливаются в разные места, в разные... Они, исходя из точных попаданий, правильно, точно попадают по военным базам, по всяким этим ихним гадюшникам силовым, так сказать. Ну, а в центр города по башне они ударили, тоже очень точно ударили, может, тоже какая-то цель преследуется. Во всяком случае, можно сказать точно, что летящие с такого расстояния управляемые и неуправляемые дроны по своей цели достигают, можно сказать, ну, плюс-минус 2-3 метра. И это должно насторожить всяких, кто сегодня там сидит и рот разевает. Я сегодня слушал некоторых аналитиков, и они цитировали одного, я сейчас не помню, военного эксперта, который оценивает Украину как одну из самых сильных стран Европы в плане военного потенциала, в плане
ученого потенциала, потому что Украина была, так сказать, в короне Советского Союза таким бриллиантом по своему научному и производственному потенциалу. И сегодня эти специалисты, они даже в условиях ограниченности, ведения войны, создают новые технологии, создают ракеты, создают дальнобойные дроны. И где-то недолго, полгода-год, это может быть уже более массово, более ощутимо, когда они, если делают ракеты ударные, тяжелые ракеты, которые могут достигать Питера и Москву. Поэтому сегодняшние эти, можно сказать, тупые разговоры завтра могут аукнуться, да, и по чеченскому народу тоже, потому что могут и нас обвинить, а чего же вы не восстали? Нас же даже украинцы говорят, почему вы не восстаете, почему не это. Ну, как говорится, куда ни кинь, всюду клин, по правде говоря. Джамбула, Да. я как раз эту тему хотел бы продолжить. Вот эти высказывания Путина, вот эти его слова, что если Европа начнет принимать какие-то шаги, то тогда Россия вступит в полномасштабную войну. Вот за этими же словами сразу идут слова пехотинца «Мы ждем приказа». Как хвостик за ним вот эти слова. Как ты считаешь, одна из причин, что сегодня наносятся вот эти дроновые атаки по нашей родине, по Чечне, может быть вот эти его слова? Хотя мы знаем, что на территории Чечни нет, как сказать, таковых стратегических важных объектов. Да, там есть вот этот центр по подготовке добровольцев, который находится по всей России, той же в Ростовской области, в Краснодарском крае. И как ты думаешь, может быть одна из причин вот этой высказывания, вот этого дурачка? Кавказ, ну, высказывания дурачка, они и есть высказывания дурачка, не более. Но в плане информационной войны, да, они как бы были значимы. Только из-за этих слов вряд ли стали бы бить по Чечне. Ну, все понимают, что разрушит этот информационный миф, да, о том, что вот есть верный Путину чеченский народ. Ударить по имиджу стоит. Поэтому, конечно же, да, в этом тоже есть свой смысл. Я согласен, что стратегических объектов нет. Весь нефтеперерабатывающий комплекс Грозного был разрушен еще в ходе Первой войны. В ходе Второй войны была разрушена вся инфраструктура города. Никаких стратегических объектов нет. Вот этот учебный центр, ну что там есть? Это всего лишь полигонные казармы. Разрушенные казармы, они не имеют стратегической цели. Их можно где-то разместить в других местах. Полигон это поле, да, на самом деле. Там какие-то элементарные вещи. Дрон же это не такая сильная ударная мощь. То есть он должен бить как-то экономически и морально. То есть пока что в этих дроновых атаках есть только моральный ущерб. Даже атаки по военным базам, они особо сильно чувствительного урона не наносят. Вот удар по башне, это тоже, на мой взгляд, больше такой информационный, да, мотив, что вот это символ того, что Путин там восстановил Грозный или Кадыров восстановил Грозный, что это город процветающий. Вот удар по башням, скорее всего, несет также такой же повод, такой же мотив. Но насчет того, что это башня, в ней там есть несколько башен, и, насколько я осведомлен, именно в этой башне расположены какие-то там, я не знаю, провластные какие-то офисы. То есть это тоже как бы целевой удар получается. Ну, изначально на то, что подписался Кадыров, а он подписался, потому что, как правильно тут отметил Данилбек, это бригада, бандитов, которые могла терроризировать мирное население.
но не могла пересечься нигде с людьми, даже с бандитскими кругами, которые были серьезными, известными в каких-то бандитских кругах. Они им быстро дали бы отпор. И только вот эта крыша Путина, да, крыша российских спецслужб вывела их на другой уровень. Сегодня эти люди за годы, за десятилетия обогатились. Естественно, у них сознание изменилось, они себя мыслят иначе. А вот эти дроны, они сильно отрезвляют. Это, конечно же, хорошо. Но винить Украину не может никто, потому что украинская армия, украинская артиллерия била по Донецку и по Луганску, потому что они были оккупированы, и в них находились российские оккупационные войска, и украинское население находилось. То есть на войне попадать точно все время там, все это сказки о хирургических каких-то там точных ударах. Мы же помним бомбежки Дрездена союзниками, да, когда город, в принципе, был выжжен. Бомбежки, ядерные бомбежки японских городов. Ну, соответственно, мы помним и военные преступления нацистской армии и японской армии в других регионах мира. Война – это такая вещь. При этом война не обязывает людей терять человеческое лицо, то есть намеренно бить по заведомо гражданскому объекту – это аморально. Но то, что будут такие просчеты, будут попадать, этого избежать никто не может. Вот. Сегодня винить нужно Кадырову, прежде всего, самого себя, ну и чеченцам, пусть они даже вынуждены под этим режимом, но, естественно, чеченцы могут стать объектом более массированных атак, дроновых атак в будущем. Не делая, мой дорогой, не участвуя в своих ошибках, он сделал сегодня очень громкое заявление. Камзан Радыров сегодня говорит, что в течение недели будет настолько сильно бомбить Украину, что они пожалеют и войска, развернутся, уйдут, да, все, он решит исход всего. Ну, как обычно. Ну, И по бомбить, счету, наверное, уже Кадыров будет. Ему дадут приказы, он как начнет бомбить. По счету уже какое-то заявление. Да. Знаешь, что говорит еще, добавляет? Китайское. И только в отличие от них мы будем наносить не трусливые удары по мирным объектам. Наши атаки будут направлены на военные террористические объекты укронацистов. Ждите, говорит, неделю будет бомбить, Ну, мы же помним, его сказано, что одной кнопкой российское ПВО может бить 5000 самолетов за раз. Ну, смешить народ у него получается. И он там ждал приказа на взятие Киева, как будто Путин не дает приказ. И вся причина того, что не могут взять Киев, это как бы отсутствие приказа от главнокомандующего, верховного главнокомандующего в адрес верного пехотинца. Вот такие хохмы. Как мы все помним, до этого, когда наносились вот эти дроновые атаки, они всегда попадали в цель. Но в этот раз я по некоторым украинским каналам я слышал, что целью было управление ФСБ в городе Грозном, но из-за работы, как эта система называется, РЭБ, произошло отклонился дрон. Один попал вот этот Грозный-Сити, а еще несколько упали в районе автодрома. Как думаешь, Жамбулат, это тоже ведь может быть? Кавказ, ну ты знаешь, я уже, уже десятилетия не живу в Чечне. Когда я там был, этих зданий там не было. И, в принципе, я никогда воочию не видел. Я читал, что именно там есть несколько башен, именно что в этом здании расположены вот эти офисы ФСБ, там других каких-то служб. Но будем ждать оттуда информации. Если есть какие-то гражданские жертвы, что-то, это же все-таки не скроется, да, от общественности. Пока что, если бы они были бы, скорее всего, они уже кричали бы сегодня и вчера, когда это началось. Да. Пока ничего такого нет, я более склонен верить, что действительно, возможно, это было отклонение, возможно, это была целенаправленная атака. Пока приходится ждать верной информации.
То есть, если вы, Кавказ, если вы где-то услышите, или, ну, я следил как бы за текучкой информационной, пока никто не опроверг, что там были именно вот офисы силовых структур. Если я не ошибаюсь, это было ночью, это случилось. Может быть, никого там и не было. Если не Под ошибаюсь, это утро. было ночью. Под утро. Да, под утро. Но, может быть, никто не собрался, да. Не пострелял. На эти здания, они же, мы же знаем, что эти высотки, они принадлежат лично Кадырову. То есть или его семье, или его клану, как там будет правильно сказать. Людей там мало живет, потому что цены и в основном закупили, потому что режим заставляет выкупать подобные, в центре города выкупать подобные квартиры. Ну, жить там мало кто живет. Возможно, в этом причина того, что не видно каких-то жертв среди мирного населения. И тем не менее, как я сказал, что мы вот еще в 2014 году, когда шла война в Донбассе, и мы же помним артиллерийские дуэли вплоть до 22 года между украинской и российской стороной. Россия говорила, что сами украинцы не желают жить как бы в составе этого государства, что это независимые Донецкая и Луганская области стали республиками народными. Там находились то есть российские военные части, российская армия. И Украина била по этим территориям, несмотря на то, что там оставались и украинские как бы граждане. Поэтому надеяться, что там будут жалеть чеченских граждан, ну, я не думаю. Россия отсадила има беркат дукдон. Ну, Россия отсадила, вот что, в общем, заключение такое. Хоялар диду аланца ночи, там шей украинчный тейт нацаций, Донбасс, ай Луганская дом. Ниса ит накивуди дерца, шей мох дa'лет старит чараской дом. Так вот хочу аштон, украинцу хочу араской убош, хажмаш бир борцали, худи дерца дом. Докком худуан жамбула. Тагана игас кыша хинца игас ка армию қабу итабу нохчи. Итер йол и байрах штеитн ашбуш. Цугас кыша шас эц Украина. Та миск нах байч. Та берг гнадоч нах байча. Үша гас кыш цадина. Үш нохчиш дина бохш дуйхон. Ог дүнияна даржош ашбуш но. Таган ишт идолу шаха. تغن إرسية دوحونا إيشوف بتشالق ديك بتشالق بوشة تغن ويتعينا وينوخشي قومنا تغن هردول دنيا أوكرين حاجة دلدو هردول دنيا أوكرين غديشدو غاسقي تو أوكرين عشاش بويش بول أوكرينش بوي بيحكي بوش بول وينوخشي شنت تبيلش بوي بيحكي دون Папа римского эльчинга Кичин нужно на русском это озвучить, что вот вся подлость, да, вот этой путинской политики, что развязывание войны России, путинским режимом против Украины, ее так удается им перевалить на голову, на плечи чеченского народа. Вот в чем для нас пагубность и кощунственность вот этой ситуации. На самом деле сегодня уже известны имена всех тех, кто творили вот этот беспредел в Буче и в Ирпень, по-моему, да, город назывался. Там нет, никак не оправдывая, не стараясь каким-то образом обелить вот этих кадыровских псов, которые были в Украине. Ну, факт, это просто исторический факт, это просто факт этой войны. Чеченцев не было участвовавших вот в убийстве мирных людей в Буче. Это сегодня уже известны поименно, пофамильно известные участники. В основном все это русские спецназовцы, там каких-то там подразделений. И все эти сказки о том, что там чеченцы или какие-то там другие неславяне, со слов Карамурзы, которым легче убивать украинцев, или со слов того же Папы Римского, ныне покойного, теперь пускай несет перед Господом ответ за свои слова, что чеченцы такие кровожадные, там, занимались какими-то особыми зверствами. Ну вот эти высказывания и потыкание всему этому со стороны марионеточного режима в Чечне дает такой повод в массовом сознании перекладывать вот эту ответственность за
за все это на чеченцев, на чеченский народ. وهي إغاسقي وين تلت شخينها وديم وخلر وشخينها أغدول دينوينو وين غوتsa دينيحا أما سچوستوير أغدينين وحبيركين بول ويت أملوي تيلوتر وميسك ناخا تيلوتر أغدول دينين وحقو يشدو خير أما رسي يوق خلر رسي تسر بيش بول تيعت أمشين بوق خلرنا وي признать هم تدورتر ام قيلح قولها ويغوتsa ديش تبيتر يتعشيك ويات وين خو أشدو إغاس قشنا خير التغنى يويت إيدو يحمو بيخي غيرتش غاس قش بيش بول بدون أس يغط إيردو تغنى إغاس قش إت أوكرينا حشاش ليلوش دول زولما وين نوخشش تديل غيرتشدو مخيل نوخشي تسويق إيزوش بو نوخشي بيخ بو غيرتش بو يقير أبوزيتيو بو شو أمت آريانس ليل شو بيوخوم شو تورسيا يشو تغن إشين إشادو سورتسين غوسيا هم ليل وشول إتأعيل بيوخومش تارول يقي بيوخومشو الله دال نيس ويلشون دون. Вообще интересно, что когда сегодня весь мир противостоит путинской угрозе, здесь вот российская оппозиция говорит путинскими нарративами, и любая ситуация относительно национальной политики, относительно Кавказа, Чечни всегда вот сводится к тому, что начинает обвинять, если заходит речь о преступлениях Путина, российские оппозиционеры, в кавычках, начинают говорить о Кадырове, о его преступлениях, о убийстве Немцова, Политковской и так далее. Начинаем говорить об Украине, говорит о Буче в контексте чеченцев и бурят. Вспоминает того же Папу Римского, который об этом заявил. То же самое сегодня заявляют и опять-таки вот эти российские оппозиционеры. Призывать к чему-то чеченцев я не стал бы. Я думаю, чеченцы сами все это понимают, но выбор какой? Выбора нет, выбор ноль. Но последствия ощутить все-таки, вот ощущаться эти последствия на чеченцев будут. Вот такой подарочек нам коварный от наших поработителей, от наших угнетателей, от убийц чеченского народа. Вот плюс вот такой подарок. И тут вспоминается уже чеченская пословица, которая звучит следующим образом. «Тёлчу дюцердоч, эшчу лордоч умадац». В переводе на русский: нет такой лжи, о которой бы не говорил победитель, и которую не пришлось бы проглотить проигравшему. Вот такова реальность.